Валерий Викторович овощеводство называет своим хобби. В 80-х годах его семья купила садовый участок по Покровскому тракту, и с тех пор они начали сажать свои огурцы и помидоры. Раньше этим занималась больше супруга Виктора Валерьевича, Светлана, а потом и он сам взялся за тепличное дело, и у него все стало отлично получаться. Жена тогда отошла на второй план, шутит Валерий Викторович. 16 лет назад Павловы переехали к отцу Валерия Викторовича в село Немигюнцы Хангаласского района, где и проживают по сей день. С тех пор семья Павловых на всю деревню славится своим ранним урожаем. В то время как все другие только начинают заниматься рассадой, семья Павловых уже в начале мая подчует гостей первыми огурцами и помидорами. Это у меня теплая теплица, отапливается газом, начиная с марта, когда день увеличивается, продолжительность дня увеличивается, солнце повыше встает. А так можно, конечно, и зимой заниматься, но это совсем нецелесообразно, потому что и огурцы не будут наливаться, это надо освещение какое-то искусственное, это все в копеечку улетает. Вот начиная с марта, начинают погожие деньки, днем иногда бывает даже 40 в начале марта. Но теплица двойное пленочное покрытие, снаружи стеклянное, наверху армированное и выдерживает температуру. А вот сейчас уже стою 6 часов, 6:30 уже газ закрываю. Сейчас еще подтапливаю ночью. Это, считай, с 9 часов до 6, примерно так, на слабом огне. Ага. А днем все открыто, здесь жарко. Работа у Валерия Викторовича начинается с раннего утра. В 6:30 он бежит в теплицу, надо поухаживать за рассадой, полить огурцы, помидоры, да и на грядке работы хватает. Все надо подготовить к летней посадке. После надо высеивать семена кабачков, подготовить землю, и за такими заботами весь день и проходит. А в итоге, благодаря стольким усилиям, Валерий Викторович получает хороший урожай. Так у меня урожай почти всегда хороший. Потому что они требуют ухода же. Когда уход хороший, растение еще, солнце есть, тепло есть, земля есть богатая. Чему его не расти? Только поухаживай. Усики обрывай. Это каждый день надо делать. Потому что они быстро растут же. Помидоры, они не как огурцы. Раз в неделю хотя бы надо перевязывать. Им же что нужно? Свет нужно. Потом углекислый газ нужен. Влага нужна, вода. Без воды ни туды, ни сюда, как говорится. Мы ничем не опрыскиваем, ничего. Сами по себе растут. Свое натуральное. Свое натуральное. Это покупные Это помидоры, покупные маленькие. А вот это собственные. мои свои. Вот какие хорошие. Большие. Ага. Это 3 мая мы в воскресенье с женой снимали. Так радовались, сейчас же WhatsApp, по всему, ты говорят, у вас осенние помидоры, что ли? Я говорю, да, осенние. Я говорю, а как вы сохранили? А у меня есть свой секрет. Помимо огурцов и помидоров, Валерий Викторович сажает капусту, морковку, кабачки, свеклу, укроп и репчатый лук. Но больше всего его внучата любят каждое лето приезжать к нему за сочной спелой клубникой и земляникой. Вот уже 5-й год Валерий Викторович сажает на открытом грунте эти вкусные ягоды, а в планах выращивать малину и арбузы. Несмотря на столь успешное дело, Валерий Павлов урожаем своим не торгует. Говорит, что и теплица маловато, не в промышленных масштабах, да и коммерческой жилки в нем нет. Ему больше нравится угощать своими свежими овощами и ягодами детей и внуков. А семья у Павловых большая, 4 сыновей и 9 внуков и внучат. Нравится мне заниматься, нравится радовать своих внуков, внучат. Когда огурцы выращиваешь, еду в город целыми коробками огурцов, помидоров своих свежих. Дети радуются, от этого получаешь большое-большое удовольствие. Так, я не особо продаю, у меня теплица маленькая, так считать, не промышленно же, да, для себя. Поэтому, что это экономическая выгода, я бы не сказал бы, просто для души. Выращиваем землянику, и как дети приезжают, внуки приезжают, сразу с машины бегут к красным ягодам. В
В чем же секрет успеха Валерия Викторовича? Как нам сказал талантливый овощевод, надо учиться на своих ошибках, а главное – любить свое дело. Это самый большой секрет, надо любить. Надо любить свое дело. Я всегда с хорошим настроением иду утром, да, считаю, вот 6 часов поднимаюсь, уже 6:15 первым делом бегу сюда. Кто-то за внуками ухаживает, а я вот за помидорами. За помидорами, арбузами, за земляникой. У меня вот времени в обрез не хватает. Вот 24 часа я иногда вот до 2 часов занимаюсь, потом 6 просыпаюсь, 6:15 встаю, бегу сюда, вот усталости, но по-другому уже не могу. Не могу, в радость делается. Пока в радость делается, буду заниматься. Чтобы вырастить хороший урожай, нужно любить свое дело. Надежда Ефимова, Николай Необутов. Есть я.